потерявший плачем. Из-за отсутствия трудовых мигрантов в России начался кризис рабочей силы. Восточный Туркестан. Намаз только после 65 лет. Сотрудники консульств зарабатывают на трудовых мигрантах. И не потому, что мы на месяц останавливаем его, всего на месяц. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что город испытывает трудности в связи с оттоком трудовых мигрантов из-за пандемии и закрытых границ. Трудности будут, это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки. Особенно это касается центра города, а речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются, отметил градоначальник. Также Собянин отметил, что нехватка рабочих наблюдается и на строительных объектах. Проблема в том, что закрылись границы с странами Евразии, СНГ, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими строителями. Процентов 30 причин – это, конечно, отсутствие кадров, именно в том объеме рабочих кадров, который необходим. На сегодняшний день 50 человек работает на площадке при потребности в 100 человек. Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдается во многих городах России. Так, например, по сообщению сетевого издания Сургутинформ ТВ, из-за пандемии многие трудовые мигранты не приехали или же отказываются от низкооплачиваемых вакансий, в связи с чем в регионе многие строительные проекты оказались заморожены. Ну, мы сами не хотим. А почему? Мало платят. А так побольше получается, да? Конечно. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ, прибывших в Россию в потоках трудовой миграции. Напомним, что до наступления пандемии из уст высокопоставленных российских чиновников неоднократно звучали негативные критические высказывания, заявления и клевета в адрес выходцев из Центральной Азии. Также неоднократно озвучивалась идея о введении для них визового режима под предлогом отсутствия необходимости в трудовых мигрантах. Только мы ведем визы, все побегут в московский Кремль проситься в состав Российской Федерации. Власти Синьцзянь-Уйгурского автономного округа запрещают уйгурам и другим мусульманским меньшинствам моложе 65 лет совершать ежедневные обязательные молитвы, намаз. Об этом сообщает уйгурская служба «Радио Свободная Азия», ссылаясь на свои источники. Запрет на совершение намаза на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района, СУАР, был введен в действие еще в 2017 году, но касался только лишь не достигших 18 лет. И в настоящее время за соблюдением запрета наблюдают местные полицейские, которые ходят по частным домам, сообщили источники. А тех, кто нарушает правила, сообщают местным властям, и им грозит наказание, включая возможное заключение в сеть так называемых лагерей политического перевоспитания. Во время обхода домов уйгуров полиция сообщила, что теперь только пожилые мужчины могут ходить в мечети для молитвы, сообщает уйгурская служба «Радио Свободная Азия» со ссылкой на сельского полицейского в городе Атуш. Также офицеры, посещающие дома, рекомендуют всем остальным отказаться от намаза. «Мы не пускаем молодых людей в мечети», — говорит информатор. Но это нормально, если им 65 лет и старше. Чиновники, обеспечивающие соблюдение запрета, представляются уйгурским семьям как члены административных комитетов мечети, добавляет офицер. Мы говорим им не принимать участие в какой-либо религиозной деятельности и просто жить в мире. Второй полицейский в Атуше подтвердил, что с 2017 года в его обязанности входит наблюдение за уйгурами, совершающими намаз или другие религиозные действия, и сказал, что если кто-то нарушил закон, его передают местным правоохранительным группам. Мы говорим правонарушителям, что они нарушили закон, и передаем их в сельскую бригаду. Сельская бригада забирает их на перевоспитание, а затем информирует их семьи о том, что произошло. Вот как это происходит. Член рабочей группы в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзяня также подтвердил, что до вступления в силу нового постановления в 2017 году только членам Коммунистической партии Китая и детям до 18 лет было запрещено молиться. Теперь мы говорим людям, что они должны участвовать в работе по искоренению религиозного экстремизма и терроризма и укреплению стабильности, что мы все должны работать над безопасностью нашего региона, говорит он.
Напомним, что активизация репрессий в отношении мусульман СУАР началась еще в 2014 году, после того, как китайские власти развернули кампанию под названием «Мощный удар». Но с конца 2016 года, после того, как в Синьцзянь был переведен из Тибета секретарь Компартии Китая Чэнь Цюаньго, произошло резкое усиление и так высокого давления на уйгуров. С тех пор миллионы мусульман были помещены в концентрационные лагеря и находятся там по сей день. В отношении женщин проводятся акты принудительной стерилизации. Уйгурских детей помещают в отдельные детские лагеря, где их воспитывают в духе Компартии Китая. 好的好的，就是我们 В условиях пандемии сотрудники консульства Туркменистана в России пытаются нажиться на туркменских мигрантах, оказавшихся в трудной ситуации. Так, 7 октября Туркменистан организовал эвакуационный рейс из Домодедово для застрявших в России граждан. По официальной версии, чтобы вылететь на родину, туркменским гражданам достаточно было иметь при себе билет туркменских авиалиний, действие которых продлили до конца 2021 года. Однако, по информации Turkmen-News, помимо билета за возможность вылететь домой, работники консульства Туркменистана вымогали у людей по 75 тысяч рублей, около $955. По расписанию рейс должен был вылететь в 11 часов. В 10:30 на сайте аэропорта появилось сообщение о том, что посадка закончена. Однако в реальности самолет вылетел в 13:45. В это время работники консульства производили досадку, требуя заплатить за билет 75 тысяч, сообщает издание Turkmen-News. Аналогичную схему используют не только сотрудники внешнеполитического ведомства Туркменистана. Таджикские граждане также неоднократно публиковали в соцсетях жалобы и обращения в адрес властей Таджикистана по поводу того, что сотрудники посольства Таджикистана в России требуют от желающих вернуться домой чартерным рейсом деньги.